На гостеприимной земле Нерингри в живописной местности Тастах в этом году прошел Ысык-Аланхо. Среди множества тюзельга уютно раскинулось стойбище коренных малочисленных народов Севера. Более 120 представителей северных народов приехали на праздник, где всех приветливо встречали хозяева эвенки и енгры. 3 дня прошли незаметно. С самого утра и до позднего вечера все были задействованы в мероприятиях Ысыха. Большинство гостей разместились в уютном здании экспериментальной школы-интерната «Арктика», за что большая благодарность коллективу и директору школы Марии Николаевны Руфовой. Мы приехали в этом году большой делегацией, более 120 человек, объединяющих 6 народов Севера: эвенов, эвенков, долган, чукчей, юкагиров, русских арктических старожилов. Это у нас в основном творческие коллективы, и также наши мастера народно-прикладного творчества, фольклористы. И, конечно, очень отрадно, что с каждым годом участие представителей коренных народов Севера на Ысык-Аланхо расширяется и увеличивается. Если вспомнить, то только в 2018 году впервые, наверное, наши коренные народы Севера приняли участие в Ысык-Аланхо в Алдане. Затем у нас был в Алекминском улусе Исэх, затем в Аймиконском улусе позапрошлом году, где было такое активное большое участие, в Амге в прошлом году. Ну и в этот раз мы решили централизованно, заказали билеты, автобусы, машины. Все мы разместились в школе, экспериментальной школе-интернат «Арктика». И надеемся, что заявки подали наши, будем активно принимать участие. У нас есть свое тюфелге отдельное КМНС, хозяева Нерингринской земли из Енгры, наши сородичи эвенки нас приветливо встретили, разместили. Программа праздника была расписана буквально по минутам. Множество интересных конкурсов, выставок, концертных программ смогли увидеть гости стойбища. Организаторы и хозяева праздника устроились в палатках, готовили еду, бегали ребятишки, женщины шили одежду, готовились к выставкам и пекли эвенкийский хлеб топу. Мужчины смотрели за оленями, самым главным украшением праздника и богатством народа. Обязательно проводится, если приезжают гости, огонь кормят. И желаем всего хорошего, чтобы детям было хорошо, и гостям было тоже хорошо, и путь у них был легкий. Мама мне рассказывала, с Якутии прибыл наш маленький поселок Якут, и он женился на венкийке. И у них родился единственный сын, наш дедушка Степан Иванович. Как-то родители, наверное, какая-то трагедия случилась, потому что в раннем детстве он остался сиротой, наш дедушка. И его воспитали тетки по материнской линии. А мама была из рода Дарме. Наш дедушка в зрелом возрасте стал шаманом. Шаманом в хорошем плане, он лечил людей. Он очень многих лечил и был очень известный нас в селе. Начиная с того, как дедушка рос, стал оленя пасти, с того времени мы имеем оленей. В то время у наших родителей много было, у всех 4 оленей. Мы жили очень хорошо. Потом, когда мы подросли, свои семьи завели, и мы все своих мужей ввели в свой род. Да. Они за нами приходили и с нами кочевали. По Алдаю кочевали, у нас там земли наши родовые, Сутам, Гуанам река. Было очень хорошо. Дети, конечно, у нас сейчас современные, они совсем другого плана дети. Они совсем по-другому мыслят, но при этом они все равно очень любят оленей, любят в тайгу ездить. Мы, женщины, стараемся все обшивать. И
обшиваем, всю семью сами. Вот этими я с 2018 занялась вышивкой перчаток, потому что мы поняли, что бабушки, которые шьют такие перчатки, они уходят из жизни. Они же уходят, а кто нас потом научит? И я вот именно целенаправленно занялась вот этим вот творчеством, вот именно перчатки. Я всем своим племянникам вот поношила такие вот перчатки. Все, которые здесь перчатки висят, они именные. Скажите, а вы бы хотели, чтобы ваш сын вырос и продолжил ваше дело, но уже, может быть, на каком-то другом уровне, да, со Ну, временем? конечно, хотелось бы, чтобы продолжил это, сохранить оленя надо, оленеводство. Как говорится, нет оленя, нет ивенка. Да. Вся надежда на них. Вот, стараемся вот тоже детей приучать, чтобы ездили всегда. А много таких кочующих молодых семей, как ваша? Вот, сейчас мало стало. Сейчас молодежь как вся уже цивилизованная стала. Все хотят в город, чтобы интернету ближе. Вот, а мы пытаемся так приучать, чтобы к таежному образу жизни. Так, таких мало семей осталось, можно на пальцах пересчитать. В основном, да, тут свои частные олени, общины держат, вот, как у нас. У вас община? Да, у нас община Алдайо. Свои частные олени. Свои частные олени. Спасибо, что вы передаете свою мудрость, свою культуру, язык, свой быт молодому поколению, следите за своим родом. Это самое главное. И я бы хотела, чтобы у вас всегда было много-много-много белых оленей, много-много пестрых оленей, много-много черных оленей, чтобы тропы ваши всегда были, далеко уходили. Спасибо вам большое. Специально для нас показали также моменты венкийской традиционной свадьбы. Прекрасную невесту и мужественного жениха благословили старейшины рода. Это героический эвенкийский эпос «Иркисмо Мата», который записала в 70-х годах Анна Николаевна Мыреева со слов сказителя Николая Пудова, жителя Йенгры. Адилап канжары, хунат каммер муры, нюрунала бугалавыр. Спасибо, Светлана Степановна. Невеста самая красивая, самая прекрасная девушка стойбища нашего – это Динара. И по традиции мать передает Динаре символ женской силы – нёри. Этот предмет называется нёра, как вы уже сказали. Кроме того, что этот предмет имеет сакральное значение, оно немало важно в быту. Этим предметом можно что-то подправить, закинуть куда-нибудь что-нибудь, сесть на оленя. И вот. Еще эта нёра передается по наследству от матери к дочке. Очень важная вещь. На торжественном открытии Тусульге коренных малочисленных народов Севера звучали слова приветствия на всех языках. В память о героическом подвиге наших сородичей в годы Великой Отечественной войны в честь 80-летия Великой Победы вспомнили ратный и трудовой вклад всех северян торжественными и светлыми словами. Средь горных вершин, величавых просторов изумрудной тайги, хрустальных волн, стремительных рек, помнящие ледниковый период, величественное озеро Токко, лиственниц великаны сказочной долины Унгры, где обосновался эвенкийский народ. Обряд поклонения огню у коренных народов Севера является важным ритуалом, связанным с огнем, который символизирует очищение, благополучие и связь с предками.
В этом году впервые на праздник приехали представители русских арктических старожилов. Таким образом была представлена культура всех народов севера нашей республики. Я бы зимнею порою в Петербург город свозил, на ямских на лошадях, во прекрасных восстаниях. Где мы когда-то родились, русское устье, поселок наш детство любил. Русское устье мы в сердце своем сохраним. Здесь решались и деловые вопросы, подписывались соглашения и договора о совместной работе. Одним из самых замечательных моментов это подписание соглашения между Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия и Организацией Русское географическое общество в Республике Саха-Якутия. И сегодня руководители этих организаций подпишут первый документ. Здравствуйте, поздравляю вас. Состоялось замечательное событие. Я считаю, что это подписание долгосрочным отношениям между ассоциацией и Русским географическим обществом. Спасибо большое. На самом деле это очень примечательный факт, поскольку мы ведем речь о том, чтобы систематизировать работу в части охраны объектов культурного наследия коренных малочисленных народов Севера. И мы очень рады, что мы нашли такого надежного партнера, как Русское географическое общество. И я надеюсь, что наша работа в этом направлении очень сильно усилится. У нас очень много планов. Мы хотим провести долгосрочную комплексную работу. Прежде всего, вот, как Константин Васильевич сказал, по составлению реестра сакральных природных мест для коренных малочисленных народов. Мы знаем, что это не просто сакральные природные места, это этническая самоидентификация народа. И она очень важно, чтобы мы ее должны сохранить и развивать. Также у нас есть проекты по популяризации профессии оленевод, по традиционному образу жизни. И вся эта вот большая комплексная работа сегодня здесь началась в этом замечательном месте посреди замечательного праздника. По традиции посетил наше стойбище глава республики Айса Николаев. Глава вручил свидетельство о внесении кругового танца эвенков и енгры Манчорой в республиканский реестр объектов нематериального культурного достояния. А на стойбище тем временем полным ходом идут представления и конкурсы. И, несомненно, всех покорили и восхитили мастерство горлового пения Вячеслава Кемлеля. Как будто ненадолго все мы оказались среди просторов тундры с ее неописуемой красотой и богатством. Трети пайга. Эй.
Здесь надо отметить и молодых исполнителей этого жанра, которые также заявили о себе громко и красиво. Рядом со мной стоит молодой исполнитель, чукотский исполнитель Виктор Тынаурген. Добрый день, Виктор. Здравствуйте. Ты откуда приехал? Я прилетел сюда с Нижнеколымского района, с поселка Черский. Меня пригласили вот на СЭХ в Якутске сперва, и пригласили сюда. Здесь я в Нерюнгри первый раз. Впечатление необыкновенно как-то. Полно очень площадок. А так все нравится. Красота, красиво, лес пахнет этим дымом. Все как в настоящем тундре. Настоящей тундре. А как люди принимают твое искусство? Изначально как бы для них это непривычно. Что-то первобытное, первозданное. Бывает, прислушиваются, так спрашивают, как, откуда это, мы так это учимся горловить, там песни у нас. Язык у нас как бы отличается, полиазиатский он у нас. И чукотский язык слышится для них как бы тоже с какого-то, с прошлого какого-то. Конкурс запевал хороводного танца, один из самых любимых на празднике. У гостей и у участников есть возможность стать общий круг с запевалами и ощутить всю красоту и мощь запевов. В этом году победителем заслуженно стала Евдокия Степанова из Обыйского района. Дочь именитой запевалы Седжи Акулины Дмитриевны Слепцовой показала настоящее мастерство, бережно передаваемое в роду. Hijo tan
Придерживаемся регламент. В этом году, как никогда раньше, было подано много заявок и от исполнителей народного эпоса. Это говорит о возросшем интересе и мастерстве немкаланов и немкагаланов. Впервые в истории был представлен даже эпос ненецкого народа. То, что я пою, то, что я рассказываю, это, значит, древние наши эпосы. Это истории наших предков, вообще-то, значит, со всеми, те, которые раньше встречались или по снам встречались, общались с богами и так далее. Сегодня мы с теплом вспоминаем ставшие уже историей прекрасные дни Ысыхаланхо в Нерюнгринском районе, которые сплотили нас, дружили и вдохновили на новые победы и свершения. Экджен текен джалбу. Hey,